Привет! Этот выпуск и многое другое смотри гораздо раньше в мобильном приложении Easy. Easy — это оператор развлечений, где есть эксклюзивные видеошоу, подкасты, лайв-выступления казахстанских артистов, а еще радио, музыка, сотни фильмов и игр. Ты можешь смотреть контент из любой точки Казахстана. Это абсолютно бесплатно. Скачивай приложение, смотри контент и получай за это бонусы. А потом меняй их на минуты и гигабайты. Подключайся. Приятного просмотра. Всем привет, это Аусти подкаст, с вами Данара и Аружан, и сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях Гульназ Корданова. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо, что пригласили. Да, разрешите тебя представить поподробнее. Гульназ у нас специалист в области образования, учитель, выпускница Гарварда, высшая школа образования. Как тебе так? Да. Еще раз по-английски это звучит School of Education. Graduate School of Education. Graduate School of Education. Высшая школа образования. Господи, что изучают на таких программах? Расскажи в двух словах. Что изучают в Гарварде в школе высшего образования? Да, попробую рассказать в двух словах, но на самом деле, когда я поступила туда, я поняла, что образование, оно делится просто на миллион подвидов, да, то есть мой фокус конкретно это является социальные проекты, равенство в образовании, но там были ребята, которые изучают и предпринимательство в образовании, и технологии в образовании, и психология в образовании, просто как быть хорошим учителем. Также есть еще миллион подразделений в этом, Arts and Education, да, то есть это искусство в образовании, как преподавать маленьким детям, как преподавать взрослым. Поэтому там можно изучать все, что душе угодно, поэтому нужно идти с конкретным фокусом, что ты хочешь изучать, иначе можно потеряться в этом выборе. Ты сразу шла с фокусом на социальные проекты, да, в образовании? Да. Я изначально поступила на программу предпринимательства в образовании и лидерства в образовании, но позже я поступила на fellowship для социальных предпринимателей в школе Кеннеди, который дал поддержку потом для моего социального проекта Connected, и поэтому я сменила свою программу на Human Development and Education, чтобы получить такую базовую программу, и дальше уже по социальному предпринимательству я базировалась в школе Кеннеди, то есть получилось так, что я как будто бы училась в двух школах. Давай разъясним, да, для наших зрителей. Школа Кеннеди – это тоже внутри Гарварда, это магистратура в области управления, да? Там управление, госуправление, да? Есть Гарвард Business School, есть Law School, да, изучаем право. Да. Есть, пожалуйста, оказывается, есть образование, школа образования. Ты училась в двух школах одновременно. Да, получается, у меня диплом школы образования считается, но как студенты Гарварда вы можете брать предметы в любых школах Гарварда, и даже в MIT, и Tufts, да, то есть вы можете брать курсы, которые вам нравятся. Есть такие фундаментальные курсы, которые вам нужно взять, чтобы закончить программу, чтобы квалифицироваться, но дальше уже фокус выбирайте вы. Так как мне было интересны системные изменения в образовании, я очень много курсов тоже брала в школе Кеннеди государственного управления по лидерству, по организации разных компаний, да, и так далее, потому что как учитель тоже нужно знать, как это все собирать комьюнити, как мобилизировать других людей, чтобы обратили на какую-то проблему внимание, да, чтобы помогли в этом. Поэтому мне было важно получать эти навыки тоже. У нас еще есть такая параллельная история развития наших подкастов. Мы тут собираем теневой кабинет министров. Очевидно, будущий министр образования у нас тоже уже есть. Да, надеюсь. То есть твои навыки, по сути, да, они в будущем помогут Казахстану в области реформирования, наверное, дай бог, да, улучшения системы образования в стране. Да, я к этому стремлюсь, но пока что через свои социальные проекты, да, то есть
Обычно у нас как бы реформы, они спускаются сверху вниз, но для меня кажется, что важно, чтобы изменения происходили из самого сообщества, то есть это называется bottom-up, да, какие-то изменения. Поэтому то, что мы делаем в Connected, то, что я создавала Teach for Kazakhstan, это вот изменения, которые происходят в обществе, то есть это потихоньку, может быть, чем, конечно, реформы. Да? Реформы можно быстро спустить, быстро имплементировать, но считаю, что такие изменения тоже нужны, когда сообщество само говорит, что им нужно и какие изменения нужны. Ну, это, в смысле, это идеальная схема взаимодействия, опять-таки, с государством, через НКО, через вот такие вот организации. Они называют, озвучивают проблему, дают решения, да? Да. А государство уже должно поддержать это. Да, согласна. Но у тебя есть еще опыт, так скажем, в поле, правильно? Ты была преподавателем? Да. Учителем в да. школе, в моей школе. Да. Физика, математика. Да. О май гад, физика, математика. Опайкой она была, строгой, Да, наверное. Гульназа Магельдахаза меня назвали. 7 класс. Да, сначала я начала преподавать в 10-11 классах. Я еще была в 4 курсе, и вот меня позвали преподавать в 130-ю школу. Я извиняюсь, мы забыли еще добавить, что ты заканчивал бакалавр здесь, в Алматы. Это пединститут имени Абая. Да, в педагогическом университете. Я училась в физико-математическом факультете. И как раз мой профессор позвал в школу преподавать, где он в то же время преподавал. И мне очень повезло, потому что во время перерывов и окошек я могла у него спросить, как лучше объяснить какую-то тему детям, да. Как долго ты была учителем? Я была учителем где-то 5 лет после выпуска. 5 лет? Серьезно? Да. Хватило тебя надолго, да, работать с детьми? Да, кстати, я думаю, вот то, что у меня была поддержка от профессора, и я могла обратиться к своим преподавателям даже после того, как я выпустилась, это очень быстро, очень мне помогло, потому что говорят, что обычно учителя уходят из профессии вот первые 3-4 года. По статистике, По статистике, да. Почему? Устают, выгорают? Устают, выгорают. И по своему опыту тоже могу сказать, что это не совсем легкий опыт. Да, к сожалению, не было такой как бы системной поддержки в школе в начале, когда я преподавала, да, то есть у меня были какие-то свои механизмы поддержки, к которым я могла обратиться, но это не было, что как бы со стороны школы, может быть, это предоставлялось, да, поэтому нужно было искать поддержку извне. Короче, учителя выкручивались сами, как могли, да? Да. А можно такой вопрос задавать? Сколько, зарплата какая примерно была? Мне интересно тоже. Когда я вот только преподавала, по-моему, 8 часов или сколько-то часов, тогда еще было, по-моему, 18 тысяч тенге. Зависит от часов. От часов, да. Да, но это было очень мало. В среднем это сколько в месяц? Сейчас я не знаю, какая ставка. Сейчас, конечно, увеличивают зарплаты, особенно если вы преподаете в сельских местностях, да, пытаются делать условия, но, по-моему, даже когда я преподавала полную ставку, это было около 40 тысяч, наверное. Поэтому я как бы работала в нескольких местах. 40 тысяч в месяц? Да. Но это было в 2014 году, поэтому я думаю, что-то изменилось. Но... По-моему, вот последние новости, да, что они повышают зарплату. Это я тоже не знаю, но я не знаю, 40 тысяч в месяц на 2018 год все-таки, это было. Да, сейчас как бы, по-моему, есть другие ставки для учителей, которые работают в селах, другие ставки для учителей, которые работают в городах. Поэтому это зависит от вашей квалификации, да, сколько часов вы преподаете, где вы преподаете и так далее. Классное руководство. Классное руководство, да. Арушка, ты тоже, у тебя тетя? Да, у меня тетя была учителем математики, алгебра, геометрия всю свою жизнь. И да, я знаю, насколько это тяжело и финансово, и психологически, и по-всякому. Это очень тяжело. Я поэтому всегда говорила, что быть учителем в Казахстане — это просто подвиг. Это подвиг, это надо действительно любить свою работу, детей и гореть этой идеей. Да, поэтому согласна. Ты молодец. Спасибо. И когда ты решила, в какой момент ты решила создать свои вот проекты? Как раз-таки вот опыт учительства мне, наверное, помог больше углубиться, да, в систему образования. Я сама из города Шымкент, я училась в 50-й школе, и когда я приехала сюда учиться,
в свой университет у нас были ребята из разных регионов, да, то есть больше даже из сельских местностей, наверное, мои были одногруппники. И тогда я даже по сравнению с ними почувствовала себя, что у меня была привилегия в Шымкенте учиться свободно, да, то есть мои родители дали мне право учиться. Моя мама всегда мне говорила, что это моя главная работа. Поэтому, когда я приехала сюда учиться на учителя, у меня не было разных поводов там работать и так далее. Я могла сфокусироваться. И понятно, что у нас было разное качество образования, потому что все приехали с разных регионов Казахстана. Тогда меня это удивило, что у нас такие разные возможности. Но когда я начала преподавать в школе сама, я тоже видела своих ребят, детей, кто-то лучше учился, кто-то хуже. И я помню, что когда я один раз спросила у ученика, почему ты не сделал домашнюю работу, он сказал, что мне нужно было работать после в СТО. И поэтому, понятно, если у тебя нет дома хлеба или, не знаю, другие условия, да, что невозможно учиться, как ты можешь сфокусироваться на учебе. Это такие моменты, которые, наверное, на бэкграунде у меня копились. Потом я поехала в свой аул на каникулы, да, и тогда уже, когда я приезжаю даже из Алматы, для них я такой пример, да, тетя Гульнас, которая учится в Алмате. И тоже для меня был такой шок, потому что наш аул находится от 15 минутах Шымкента, да, но возможности, которые я получила и которые там получают мои, не знаю, племянницы, племянники, это очень разный, да, уровень. Поэтому для меня тоже было, наверное, таким тоже удивлением, почему у нас такие разные возможности. И как-то так я в одной из конференций узнала про концепт Teach for All. Teach for All, да. Teach for All, да. И узнала, что это было в Казани, в Татарстане, что существует такая международная программа, которая готовит учителей, людей, которые не обязательно закончили педагогический вуз, но хотят преподавать. Готовят таких топ-специалистов, чтобы они 2 года преподавали в школах. Таким образом, я дальше уже через некоторое время поехала в Армению и встретилась с CEO Teach for Armenia, с Ларисой Хованесян, которая уже несколько лет делала эту программу, и сказала, что, Лариса, я хочу делать такую программу в Казахстане, потому что, во-первых, большая нехватка учителей, качество образования в селах и в городах, есть большой разрыв, и то, что я хочу делать такую программу, чтобы сократить этот разрыв и делать свой вклад. И Лариса меня познакомила с представителями Teach for All, которые дальше уже меня менторили, помогали, чтобы запустить эту программу. Сегодня Teach for Kazakhstan существует уже несколько лет. Сколько лет? 4 года? Становление, оно с 2018 года, но официальный запуск был в этом году. И первая когорта учителей сейчас преподает в Карагандинской области. Вот мы как раз помним. Сколько людей? Сейчас 27 участников. Да, они преподают в сельских местностях. То есть это ребята, которые выбрали сами пойти в сельские местности после... Наверное, там есть ребята, которые только выпустились из вуза, есть профессионалы, да, которые несколько лет работали. Они осознанно выбрали этот путь. Кто может участвовать в этой программе? Абсолютно любой? То есть с любым бэкграундом, да, образования? Да, с любым бэкграундом. Есть определенные критерии, кто подходит под эту программу, да, то есть там очень такой строгий отбор. Но есть летний институт, при котором тоже готовят их, чтобы они пошли в школу, и они на 2 года коммитятся, чтобы преподавать детям, не только преподавать, но и работать с местным сообществом. Еще важно то, что благодаря тем, кто поддерживает ваш проект спонсором, да, эти учителя, они получают зарплату выше, да, чем за по рынку. Да, то есть они получают стипендию, дополнение к своей зарплате, да, чтобы была мотивация, да. И это международная практика. Как вас поддерживают местные спонсоры? Сейчас я немного отошла от этого проекта. Так как я поступила в Гарвард в 2022 году, я начала активно искать нового лидера для этого проекта, потому что
вся почва, которую мы готовили, да, я не хотела, чтобы она просто пошла, эта работа остановилась, и я очень хотела, чтобы этот проект получился в Казахстане, поэтому мы нашли нового SEO, Гульнара Сальмен, и сейчас они ведут этот проект, поэтому я их очень сильно поддерживаю. Я очень рада, что этот проект получился в Казахстане. Поэтому такие детали я, наверное, не знаю уже, но систематически поддерживаю. Теперь основной сейчас твой фокус – это Connected. Да, основной фокус Connected, он тоже случился... Это фонд. Это фонд. Благотворительный. Да, это общественный фонд, который начался во время пандемии. То есть я вела проект Teach for Kazakhstan, но, как мы знаем, что в 2020 году произошла пандемия. Уже почти 4 года будет. И за это время мы выстраивали отношения с департаментами образования, узнавали, какая ситуация с учителями и так далее. И как раз тогда мы переговаривали с Алматинским департаментом образования, и нам как раз подтвердили, что есть нехватка техники, компьютеров, лаптопов для детей. И мы подумали, что как раз я разговаривала со своими друзьями, которые в Америке, они говорят, мы сейчас выдаем бесплатно всем ученикам, раздаем технику, потому что все ушли на удаленку. Я начала делать research и узнавала, есть ли техника у казахстанских детей. И, естественно, ее не хватало. У нас семьи, как обычные казахские семьи, очень много детей, да, а техника не всем доступна. Не всем доступна среднестатистической семье. Мы сами делали небольшое исследование, да, если в Казахстане средняя зарплата, она где-то 300 тысяч тенге, хороший средний ноутбук, он стоит 150 тысяч. Поэтому была такая паника, да, во время пандемии, и мы подали заявку на начало проекта, чтобы мы обеспечили детей ноутбуками. Нас поддержали, и мы передали первые ноутбуки, 58 ноутбуков детям из Талдыкорганской области и в село Текели. И мы видели такую радость у детей, особенно у родителей, когда они получили эту технику, потому что техника — это не просто сейчас, да, не знаю, что должно быть у некоторых. Это уже must-have для многих. Как стиральная машина, да? Да. То есть уже норма такая. Да, это должна быть норма, и поэтому мы начали передавать эту технику, и потом задумались, как можно сделать так, чтобы проект стал устойчивым, и подумали, что есть компании, которые обновляют свою технику каждые 2-3 года, и мы начали задаваться вопросом, что происходит с этой техникой. И начали просто стучаться в двери и спрашивать у компаний. И некоторые компании сказали, да, у нас на складе есть 50 айпадов, 20 ноутбуков и так далее. И мы начали брать эту технику, мы ремонтировали, устанавливали нужные программы и уже передавали детям, которым это было нужно, чтобы во время пандемии они учились. А пандемия и удаленное обучение в Казахстане затянулось на 11 месяцев. Это самый долгий период, один из долгих периодов вообще, когда школьники были на онлайн-обучении, да. И им это очень сильно понадобилось. И во время пандемии, когда мы начали уже передавать технику, мы поняли, что эта проблема, она очень обширная, и что пандемия, наверное, она только оголила ее, цифровое неравенство в Казахстане. И потом нам начали звонить родители, что они не умеют пользоваться техникой. И не другая проблема вскрылась. Да, другая проблема вскрылась, что, оказывается, дети не умеют пользоваться техникой, родители не умеют пользоваться техникой. Я извиняюсь, учителям тоже было очень тяжело. Я по своей тете помню, как она... На онлайн, да? Да, это был стресс для нее. Да, это был очень большой стресс для всех. И я помню, как координатор наш по телефону объяснял, как правильно включить ноутбук, где все находится, и мы поняли, что многие дети нуждаются в курсах по цифровой грамотности. Быстро начали снимать курсы по цифровой грамотности. Вначале мы, конечно, пытались сделать это все по Zoom, но вы понимаете, да, чтобы Zoom запустить, это тоже нужны какие-то определенные навыки. Да, поэтому мы подумали,
как сделать так, чтобы это было максимально легко. И мы поняли, что у всех есть YouTube, у всех есть WhatsApp. И мы начали создавать группы WhatsApp, чтобы это было максимально легко. Отправляем ссылки на наши уроки на YouTube и определенные домашние задания. Так мы создали наши первые курсы по цифровой грамотности, чтобы довести детей до определенного уровня, чтобы уже потом они могли пользоваться какими-то синхронными приложениями, как Zoom, Google Meet и так далее. Я Google Meet до сих пор не очень умею. Конечно. Слушай, да, и в итоге понятно, что пандемия, как ты говоришь, скрыла проблему, но компьютер действительно это уже необходимость и в образовании, и в учебе, когда столько информации в интернете. Я вот только сегодня тебе говорила, да, что уже одного учителя недостаточно, уже одной школы недостаточно, потому что столько полезной, хорошей информации в интернете, надо параллельно это изучать все. А у детей там мало того, что нет техники, но там, скорее всего, еще и с интернетом проблемы. Да, интернет это тоже другая часть цифрового неравенства. Еще одна, да. Да, еще одна. То есть цифровое неравенство, что это включает? Это не как бы, если у ребенка или у человека техника, и умеет ли он пользоваться, и уже третье это вот связь. Да. Связь, она делится еще на два вида. Да? Есть ли связь и доступна ли связь? Потому что когда мы обзванивали наших бенефициаров и спрашивали, что вообще было самым сложным в удаленном обучении, они говорили, что вот разные тарифы и так далее, это очень как бы дорого обходится для детей, потому что там установить тариф для одного ребенка как минимум 3000 тенге. Да? Если у вас есть 5 детей, и у вас там, сколько вы давали, 42 500 в это время, то определенная часть бюджета, она уходила просто там на интернет. Да? Поэтому дети делили один смартфон, одну технику, если она есть, да? Либо же ждали, пока родители вернутся из дома и так далее. Конечно, школы пытались оснащить детей тоже, да, передать технику, которая была в школах, некоторые бизнесы тоже участвовали в этом. Но нужно понимать, что это проблема системная, ее нужно решать не только во время пандемии. Как вы знаете, у нас есть морозы, разные катаклизмы происходят сейчас как бы в мире, и дети очень часто уходят в удаленное обучение. То есть это уже прям часть их жизни, да? Как ты думаешь, вот эти 11 месяцев онлайн-обучения как сильно они сказались на уровне как бы образования детей? Я как раз-таки делала свое исследование в рамках моего тезиса в Назарбаевском университете. Я еще училась в Назарбаевском университете на магистратуре, да, до поступления. Да, и как раз-таки я спрашивала у детей в Алматинской области, как для них проходила учеба в удаленном формате, и они, конечно, сами тоже подтвердили, что слушать эти аудиозаписи от учителей, это совсем неэффективно, да, то есть как бы они потеряли очень большой отрезок времени, да, это вот называется academic gap, да, который у них произошел за 11 месяцев, то есть даже летом, когда у детей каникулы, да, этот gap происходит, да. Вы можете представить себе за 11 месяцев. Но и есть, конечно же, исследования, которые показали, что уровень образования, он, конечно, снизился. В Казахстане делались летние курсы, чтобы это все нагнать, но как бы все равно это сказалось на детях, на их образовании. Опять-таки, все равно мир будет двигаться к онлайну, да, и, скорее всего, рано или поздно доступны, опять-таки, курсы обучения тоже будут онлайн. Как тогда жить? И что делать теперь этим детям или родителям, да, чтобы не потерять в качестве образования? То есть условную Гульнас завтра заменят на записанные аудио, какие-то видео форматы. Ты сможешь, в смысле, тебя может заменить интернет-формат? Или же все-таки ты, как живой преподаватель, учитель, в классе намного эффективнее? Ну, это, наверное, $1 million question, да, который все спрашивают. Мне кажется, это нормально, то, что люди как бы адаптируются под уроки, которые в записи. Главное, чтобы сейчас уже более... Если мы, как, например, в школах заучивали формулы, да, или нужно, чтобы мы знали какой-то определенный факт, но
не умеем это использовать в жизни, сейчас, наоборот, как бы пытаются, чтобы любую информацию можно найти в интернете. Если у тебя есть цифровая грамотность, ты знаешь, как использовать разные браузеры, да. Поэтому, наверное, учителя тоже должны адаптироваться под то, что ты не носильщик информации, а ты больше фасилитатор, ты должен помочь ребенку там понять какую-то определенную тему в зависимости от его нужд, да, то есть помочь ребенку, может быть, нагнать какую-то тему, объяснить как-то по-другому, как эта видеолекция не объяснит. Но это, я считаю, что вполне нормальным, да. Допустим, я очень люблю платформу Khan Academy, да. Есть платформа Khan Academy. Ее тоже создал энтузиаст в области образования. Это моя ролевая модель, который вообще бесплатно сделал уроки на Ютубе для своих племянниц изначально начал делать. Но потом, по-моему, там даже дети Билла Гейтса начали смотреть. Билл Гейтс заметил и проспонсировал эту платформу. Сейчас любой человек может зайти на эту платформу, бесплатно обучиться любому предмету, и очень легко это объясняется. То есть опять же, если у вас есть интернет, если у вас есть доступ к нему, если есть техника, в принципе, очень много разных платформ. Но что упускается и что мы как Connected пытаемся сделать, чтобы были базовые навыки цифровой грамотности, компьютерной грамотности у детей, чтобы они уже дальше сами могли искать в интернете информацию, которая им нужна, чтобы они были в безопасности, когда они пользуются этой техникой. То есть у нас иногда разные есть, конечно, инициативы, но они упускают вот эту самую базовую часть. То есть у нас есть assumption, да, есть такое предположение, что раз я умею пользоваться техникой, значит, это элементарно, да, или там то, что дети, которые сейчас рождаются, их называются даже digital natives, да, есть такое предположение, что они уже там 3-летний ребенок может интуитивно пользоваться техникой, но просто тыкать — это одно, а правильно, грамотно пользоваться техникой безопасно — это другое. Поэтому мы пытаемся вот эти базовые вещи покрывать, о которых не говорится, которые, может быть, даже табу, да. Вот. Ну и безопасность — это еще информация, которую ты потребляешь, да? Тоже чтобы ребенок... с умом это тоже делал. С умом не делал, просто... да? Потреблял. А как вы сами как-то разрабатывали, да, методологию этих курсов? Да, у нас есть команда по цифровой грамотности, которая вообще начала с простого вопроса, что такое цифровая грамотность, как ее понимают, потому что кажется, что эта проблема не такая срочная, да, но на самом деле цифровая грамотность — это такой навык, который будет использоваться во всех сферах жизни, да. То есть если ты хочешь что-то узнать по биологии, по математике и так далее, ты можешь найти какой-то инструмент по математике уже в интернете, потом уже будешь пользоваться какими-то банковскими услугами. То есть оно входит во все сферы жизни. Поэтому мы делали исследование, как это вообще воспринимается в других странах, что подходит под Казахстан. Вообще было исследование в 2018 году, ICILS, это Information Computer Literacy, в котором тоже Казахстан участвовал. Среди 14 стран мы заняли последнее место, потому что наши 8-классники, да, знали только 1/3 часть, она могла пройти этот первый уровень этого исследования. То есть это показывает цифровую грамотность детей в Казахстане. В 2023 году опять прошло это исследование, будем ждать результаты. Сообщи нам. Да. Да, Казахстан тоже участвовал, поэтому, да, посмотрим, какие результаты будут в этот раз. Но цифровая грамотность, она включает, как вы сказали, и информационную грамотность, и медиаграмотность, и компьютерную грамотность. То есть это очень комплексная сфера, поэтому мы сами под наших бенефициаров специально для людей, которым мы считаем, что это максимально нужно, мы создавали свои курсы. А в мире, так скажем, не борьба, но да, борьба с цифровой безграмотностью, она как решается? Потому что я тоже сейчас задумалась, и я подумала, что мы всегда считали, что это такой естественный процесс, да? А он нифига не естественный, оказывается. Потому что мы в своем пузыре опять-таки живем, да. И все вокруг вроде как там дети ходят в эти школы. Да, в других странах как решают эту проблему? Как я говорила, когда мы вообще
создавали Connected, мы начали смотреть опыт других стран. И оказывается, люди борются с этим 15-20 лет. То есть инициативы, которые, как Connected, существуют в других странах уже давно. Это Close the Gap, да, в Бельгии, которая, оказывается, собирает всю технику. Извините, пожалуйста, развитая страна, да, европейская. Да, и все равно существует эта проблема. Даже в Америке как бы еще есть 40 миллионов людей, которые не подключены к интернету, да, то есть вы можете представить свою жизнь без интернета, да, сейчас? Да, это практически как будто бы ты без воздуха живешь, да? Поэтому как бы есть разные инициативы, есть, можно сказать, близнец Connected в Америке, Tech Goes Home в Бостоне находятся. Мы тоже с ними познакомились. То есть перед тем, как начать Connected, мы связались с этими предпринимателями, спросили, как они работают, чему они научились, да, и они очень с радостью делились своей информацией и как бы подсказали, где лучше делать. Мы даже собрали небольшую онлайн-конференцию во время пандемии с ними, чтобы поделиться опытом. Поэтому есть организации, как Connected, которые направлены в как бы цифровое неравенство в образовании, чтобы сокращать. Есть организации, которые работают над как бы доступностью интернета. Сейчас я как раз-таки работаю в таком фонде, где мы помогаем организациям, которые помогают направлять интернет в труднодоступные зоны. В Америке ты работаешь. В Америке, да. В Америке. Ты после учебы закончила и встала работать. Да, сейчас я работаю тоже в сфере цифрового равенства, но со стороны интернета, и мы предоставляем такие гранты по всему миру. Надеюсь, в Казахстане тоже люди будут подавать. Это будет следующий ее проект в Казахстане. Класс. Можно такой вопрос? Я тут как-то вот смотрела, изучала, когда мы сравниваем с опытом других стран, конечно, есть всегда Америка, да, и сложно ее опыт переложить на наш опыт. А вот со странами со схожим ВВП, например, да, вот я не знаю, кто там, Азербайджан, кто еще, да, вот, какие-то либо соседние, либо схожие по экономике. Как у них это идет? И у них хуже, лучше? Опять же, все зависит от контекста, да. Тоже, когда создается социальный проект, вот даже тот же самый Тишо Казахстан, мы учитываем вот как бы местный контекст. Да. Неправильно брать какие-то международные проекты и как бы накладывать какое-то решение в местное сообщество. Вот поэтому у меня такого прям глубокого познания нету, но я знаю, что у нас есть коллеги в Кыргызстане, которые работают над схожей проблемой, но они работают над интернетом. Наверное, это вот для них приоритет. Но когда у нас был форум вот, центральноазиатский, где наш Connected участвовал по цифровому равенству, они очень заинтересовались нашими курсами. То есть есть потенциал, что он будет переведен на другие языки, и будем распространять в странах Центральной Азии, надеюсь. Поэтому тоже ищем людей, которые в этом заинтересованы, возможно. Спонсоров. Пожалуйста, да. может, да? Да, можете к нам обращаться, потому что мы очень долго работали над этим фреймворком, и мы готовы делиться. Главное, чтобы мы можем это перевести на местные языки, чтобы это использовалось. Ну и, конечно, нужно всегда дополнять. Да, понятно, что digital, да, все, что digital, это очень быстро движется, и поэтому нам тоже нужно идти в ногу со временем. Успевать. Еще один вот ваш проект для тех, кто не успевает за цифровым веком. Это люди пенсионного возраста, да? Да. Мы вообще... каждый мой визит в дом, когда я еду к родителям в Шымкент, для меня это как для исследователя field trip, да? Я как будто иду на поле и просто наблюдаю, как люди живут, что происходит, да? Даже какие-то простые походы в магазин или в лабораторию там, и так далее. Вот. И один раз я, по-моему, просто сходила в ЦОН, и я видела вот эти огромные вывески, которые говорят, распечатаем вам справки с ЕГОВ, да, например. Еще и за деньги. За деньги. То есть человек дает свое ЭЦП, доступ ко всем своим данным, к своей электронной подписи, потому что он не умеет пользоваться этой техникой. Еще пароль там везде у всех. Да. Большая А, маленькая А. Большая А, маленькая А, 1, 2, 3, 4.
Да. Нет, ну возле ЦОНов практически там всех в городе Да. есть вот такие маленькие, значит, комочки, там ларечки, где все это делают. И однажды я, пользовалась, признаюсь. Да. И поэтому как бы я просто наблюдала даже вот я хотела сдавать свои анализы, да, и там человек говорит, я не знаю, как дальше это распечатать, да, когда он приходит вам на e-mail. Я потом прихожу как бы к команде, говорю, слушайте, кажется, есть такая проблема, можем ли мы сделать курсы для пенсионеров? Вот, и мы с командой попробовали как бы сделать такие курсы. Очень огромный спрос, как вы видели вот на нашей презентации, да, наша Ажешка хочет еще раз прийти, да, чтобы усовершенствовать свои навыки. Да, они очень у нас популярны. Мы делали эти курсы в Астане, в Алматы и в Шымкенте, и всегда полный набор людей, которые хотят научиться пользоваться своим мобильным устройством на данный момент, чтобы пользоваться банкингом, ЕГОВ, Домумед, можно записываться к врачам и так далее, да. И они не только получают цифровые навыки в этот момент, но они получают и комьюнити, в которые они любят ходить, и они как бы становятся более уверенными. Наверное, это такой сайд-эффект наших курсов, да, то есть ты уже не такой уязвимый, ты уже не боишься спрашивать. Мы говорим, да тыкайте, ничего страшного не случится, сами пробуйте, да. Это просто устройство, поэтому они как бы с удовольствием ходят на наши курсы, и в конце концов уже вот мы видим результаты, как они, у них есть практические задания, там, как зарегистрироваться на ЕГОВ, кто-то берет уже на Каспий Travel себе билеты к внукам, да, вот. Поэтому мы очень любим эти курсы. Ну, мы видели тогда на вашей презентации вот видео этих пенсионеров. Это такое очень классно, милое, милое зрелище. И мы, кстати, вот на прошлом подкасте мы разговаривали на тему развития города, и вот наш спикер Дана, да, она как раз и говорила, что одно из важных в развитии города это вот создание комьюнити для пожилых людей. Да. Чтобы потому что это население увеличивается. Да, количество этих людей увеличивается. Соответственно, для них должны быть создаваться тоже какие-то чуть ли не клубы по интересам, грубо говоря. Да, такие есть. Вот в Америке есть разные комьюнити-центры. Комьюнити-центры, да. И вот, конечно же, они не хотят выпадать из жизни, да, они хотят быть в теме. Я просто по своей бабушке говорю, 87 лет. Конечно, нам уже какие-то вещи недоступны, тяжело ее обучить, но она хочет смотреть YouTube. Ну, а Жека твоя однажды на YouTube выложила видео. Да. У нее есть, в смысле, телефон, приложение. Более того, там все аккаунты, они зарегистрированы там под моими имейлами. И она, видимо, тыкала. И в один прекрасный день у меня всплывает видео на YouTube с Ажекиного телефона. Там Ажека то ли что-то там смотрит. И я такая, хорошо, ладно, там имя, фамилия моя, Динара Карсакбаева, выложила видео. Вот, она хочет смотреть Инстаграм, она хочет читать Телеграм, она так и говорит это. Вот. И это ладно, это моя Ажека, да, прогрессивная, там у нее есть я, хотя у меня тоже терпение иногда уже заканчивается, я не знаю, как 150 раз объяснить. Да. Вот, но как это нужно для пожилых людей? Действительно, сегодня интернет дает огромное количество интертеймента, интересного контента, и для пожилых людей там тоже очень много чего интересного. Да, это часть социализации. Социализация, да, и она там себя чувствует в теме. Да, в конечном же итоге цифровое равенство, там, включение всех социальных групп, да, в эту тему, оно же все в итоге грозит тем, что больше людей будут экономически эффективными, да? Кто-то будет работать, кто-то быстрее выйдет на работу, да? Это же все выгодно как бы государству. Государство как-то помогает вам? На данный момент нет, но мы надеемся на сотрудничество, чтобы наши курсы, да, могли использоваться в школах, либо же вот наши курсы для взрослых, для пенсионеров могли использоваться, да, потому что, мне не кажется, это исследованием, да, доказано, что когда люди умеют пользоваться техникой, когда им все это доступно, они получают лучшее образование, для них больше доступна система здравоохранения, и поэтому у них как бы
им легче подниматься по этому социальному лифту. Вот. У государства есть свои определенные курсы для взрослых, но, опять же, насколько это доступно, как бы просто даже вот этот алгоритм залогиниться в портале, это уже барьер, да. Поэтому мы хотели бы, да, чтобы масштабировать наши курсы, чтобы они были доступны, и надеемся, что это возможно сделать через партнерство со школами, может быть, с разными департаментами образования и так далее. Да, если они из всех утюгов кричат про цифровизацию, да, населения, то, пожалуйста, дайте условия для этого. Да, это очень важно для всех, чтобы, опять же, равенство, как бы этот гэп, разрыв, он не ухудшался, да, со временем, потому что каждому специалисту сейчас нужно уметь пользоваться техникой. Нет, еще сейчас же будет всеобщее декларирование. Я вообще не представляю, как будут люди там постарше подавать эту декларацию. Мы там ничего не понимаем. Да, подавать эту декларацию онлайн. То есть все больше и больше процессов требуют этих навыков владения техникой и разбираться, да, в этом цифровом мире. Я тоже не знаю, там, когда был Ашик, помните, там тоже я бабушку отправляла тогда, да, там самолетом, мне приходилось ей там объяснять: Ажека, просто дай телефон кому-нибудь, кто-то тебе это там может откроет. быть небезопасно. Да. А это в итоге еще и небезопасно, да. Да. Или она там ходит в банк и тоже не может разобраться, и потом переживает. А вот менеджер открыл мой счет, я говорю, ладно, что теперь? Будем надеяться. Да, будем на надеяться, потому человечество. что я физически не могу все время ходить рядом с бабушкой, да, и посещать банки или там летать с ней или еще что. Слава богу, она сама, конечно, самостоятельная. Но я представляю, что для других это вообще просто... Они просто туда не идут и этого не делают. Поэтому как бы есть большая уязвимость, да, у этих людей попасться на руки мошенников. в итоге. Да. Да, потерять деньги. Ну, что и происходит. Да. Что и происходит с этими мошенниками телефонными, да. А почему такие большие... Я еще хотела вот на прошлом подкасте, когда Дана приходила про экологию, почему такие большие тяжеловесы, типа Каспий, которые, типа Халык, там, я не знаю, не участвуют во всем. Они же сами заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей подключались к их платформам. Мы как раз-таки за как бы свой счет или за счет спонсоров мы снимаем вот эти курсы, да, видеоуроки, как пользоваться Каспий. Вы же еще и маркетингом для них занимаетесь. Да, поэтому мы надеемся на сотрудничество на самом деле, потому что Каспий превращается в суперап, да, где можно все делать. Ребята из Каспии, пожалуйста, проснитесь. По-моему, тут... Мы ждем вас. Да. Просто я к тому, что у вас должна быть такая очередь из спонсоров, да, вот которые должны ломиться и сказать, пожалуйста, у них есть эта проблема, они тоже запарились, и у них не хватит просто этих операторов, менеджеров, которые будут объяснять каждой бабушке или дедушке, как открыть там что-то. Да. И тут есть вы. Да, мы будем рады только помочь, как бы создать способы, инструменты, да, под наших бенефициаров. Они уже у нас есть видеолекции, которые мы как бы распространяем среди наших участников. Поэтому, да, мы будем рады участию таких компаний, как Каспий, Халык, и обучить. Потому что каждый пенсионер там получает пенсию в Халык. Да. Все должны уметь пользоваться этими приложениями. Это уже как бы просто, как я говорила, уже must-have. Шикарно. Да, я вообще кайфую. Да, я прям, как обычно, кайфую от собеседника нашего, гостя. Ну, давай вот вернемся тогда в тему вообще образования, да, с чего мы как изначально пришли, да. Расскажи, что у нас вообще в целом в системе образования? Хорошее, плохое, да, там, то есть, понятно, мы понимаем, что есть цифровое неравенство, есть проблемы с региональными, да, учителями, школами. Сколько у нас школ, сколько у нас учеников, и этих учеников с каждым годом становится все больше и больше. Да. Сколько казахскоязычных школ? Вот. Какие-то общие такие можно нам? Да, у нас, скажем, молодое население, да, в Казахстане. У нас около 3 миллионов учеников, и половина из них, они находятся в сельских местностях. Поэтому, из 3 миллионов половина, 50% в сельской местности. Да. Поэтому я как бы... Это большой процент. Для меня это большая тема, и как бы это большая часть населения, которым мы должны обеспечить качественное образование.
Мое там, наверное, личное мотто, да, это вот то, что образование — это не привилегия, это право. Как право на здравоохранение, как право, не знаю, дышать чистым воздухом, например, в городе, да. Образование — это фундамент всего. Для меня он стал таким социальным лифтом, что я смогла как бы обучиться в лучшем университете, создать эти проекты и помогать другим, да. Поэтому я сама фокусируюсь на проблеме неравенства в образовании. И вот, во-первых, кто у нас самый такой важный человек, наверное, это, конечно же, дети, но такой механизм влияния — это учителя. Поэтому сейчас очень много школ открывается. Опять же, много из них становятся казахоязычными, и есть нехватка больших специалистов, да, которые могут качественно преподавать в школах. Уже в мое время, честно говоря, в моем университете как бы профессора говорили, что представь, вот ты поведешь своего ребенка через несколько лет в школу, а там будет твой одногруппник, который плохо учился преподавать. Но это, и, честно говоря, и происходит, да, поэтому у нас большая нехватка качественных кадров в школах. Открываются, да, вот как бы министерство хочет открыть очень много школ дополнительных, но кто там будет преподавать, это для меня очень большой вопрос. То есть физически коробку-то мы построим, да? Там 100 школ, как они там хотели, да? 100 школ, да. На это деньги, конечно, найдутся, слава богу, построить школу. А кто там будет действительно работать? Да, вот этот вопрос для меня на самом деле очень большой, потому что специалисты уходят на пенсию, да, то есть большая нехватка, и оно будет только расти. Поэтому я думаю, что вот такие программы, как Teach for Kazakhstan и так далее, они будут очень важны, и государству нужно будет кооперировать с неправительственным сектором, да, чтобы было достаточно учителей, не только просто учителей, а качественных учителей. Конечно, сейчас пытаются стимулировать, чтобы люди преподавали в сельских местностях, зарплата получше, как бы стабильная работа, да. Вам тоже, наверное, я не знаю, говорили ли, там, если станешь учителем или медиком, это будет такая стабильная работа, да? Да. Вот. Но, опять же, кого это мотивирует, для меня тоже вопрос, идут ли люди туда из призвания, либо из того, что это теперь становится более-менее выгодным в такое турбулентное время. Да? Выгодным ли? Выгодным ли, да. Но, как бы, мне кажется, для людей, которые из сельских местностей, возможно, это какой-то выход на стабильность. Да. Вот. Поэтому... Пусть это будет выгодно. Дай бог, чтобы они стимулировали. Да. Да, так и должно быть, да, как бы. Вот. Вот это один из моих больших вопросов вообще в системе образования. Нехватка кадров. Это одна из больших наших на сегодня. Да, нехватка кадров. Далее вот второй вопрос. У нас очень быстро спускаются разные реформы, да, вы помните, наверное. Ну, по крайней мере, тогда, когда я преподавала, у нас были разные реформы, там, трехязычное образование. Я, кстати, вот попала под это, я преподавала физику на английском. Но через некоторое время, как бы, я не знаю, дальше, по-моему, это не продолжается. То есть у нас очень быстро меняются вот эти реформы, это дополнительный стресс для учителей, да, и хотелось бы, чтобы делались какие-то исследования. Будет ли это выгодно? Да? Есть очень много инструментов, как это можно измерить, да, а не спускать это. У нас централизированная система образования, да, допустим, если в Америке каждый штат, каждый городок в штате, у него своя система образования, они автономно как-то решают, да, что вводить, что не вводить. У них есть что-то централизованное, но как бы все равно у них есть автономность. А у нас
Горано или как они называются? Да. Я просто наслышана, да, про все эти, помню, Министерство образования, да, как бы он топовает, а потом Горано уже дальше в какой-то момент, да, я помню просто вот по тете, что настолько они усложнили им процесс работы вот с этими отчетами, со всякими какой-то бумажной работой, очень объемной, которая мешает основному процессу. Да. И я вот искренне не понимаю, зачем. Да, когда я преподавала, я тратила как бы очень много времени на просто подготовку, да, потому что нужно подготовиться, как объяснить тему. Но и как бы такое же, может быть, даже больше время, чтобы заполнить все отчеты, чтобы все документы были в порядке и так далее. А еще вот это, по-моему, они там... Как же это называлось? Ну, когда ты повышаешь свою то ли квалификацию, то ли постоянно какое-то тестирование вообще проходит учитель, да? Это обязательно. Вот это, во-первых, было оскорбительно для нее. Для учителя со стажем сколько лет? Она была очень, потому что такой очень крутой специалист. И вот эти вот тестирования постоянные, тоже стресс для них. Да. И я тогда тоже подумала, почему вы внедрили вот это, вместо того, чтобы, поработать над качеством образования педагогическим, да? То есть там вы не работаете, мне кажется, настолько усердно, как здесь. Уже со сформировавшимися кадрами. Уже сформировавшиеся, они, понимаешь, их проверяют без конца, что-то там. Когда нужно, наоборот, я не знаю, в общем, это тоже возмутительно все. Да, и это очень стрессово для учителей. И это у нас как бы каждый министр вводит свое новшество. Да. И как бы нету вот таких данных, где проверяют, какая программа эффективная, почему нужно это вводить. Может быть, нужно ввести что-то в одной области, посмотреть, работает это или нет, а потом уже как бы масштабировать это в другие места, да, например. Поэтому как учителю для меня тоже это было очень сложно, когда я работала в школах, поэтому... Но не делать это тоже нельзя, потому что ты как бы работаешь в школе, в государственной. Поэтому, мне кажется, нужно найти вот этот баланс между как вводить изменения и действительно как бы советоваться с учителями, которые реально в школах работают и знают проблему изнутри, да, и понимать, что действительно нужно, а что можно как бы отложить. Но еще же вот есть тоже такое, сори, я тебя перебила, там вот советское образование, да, всегда говорили. А сейчас вот, мы видим, что быстро все так меняется, и интернет, там то пандемия, то еще что-то. Сама система образования, она тоже должна меняться, правильно? Конечно. Да, то есть как-то преобразовываться. То есть как раньше, как было написано в советское время, скорее всего, уже сегодня этот формат не подходит. Да. Да? Что должно тогда быть? Как это... Да, мне кажется, мы должны как бы поменять вот эту парадигму, что ребенок должен быть главным человеком в школе, да. Нужно, чтобы под его нужды, у нас как бы под его нужды подстраивать, как преподавать, например, какие-то предметы. Может быть, сидеть на парте 45 минут, это уже не работает, да, тем более они сидят там по несколько часов. Как мы говорили, есть разные методики, да, там, например, Flip Classroom, когда ребенок уже изучает тему дома, смотрит, приходит в школу, чтобы спросить, что ему не было понятно. Есть разные студии, методы, да, где там вообще класс должен быть без пар, там должны быть разные секции, да, то есть, но как бы в школах это все там не разрешается, потому что линолеум порвется и так далее. Нет, да, то есть, помимо того, что там в самих школах, я представляю просто возмущение самих родителей. Они первые будут говорить, вы что, охренели, что ли? Какие-то непонятные новые методики опасные будете вводить. Мне кажется, еще со стороны родителей будет сильное сопротивление. Мне кажется, или родители, в основном ленивые, в смысле, не хотят, да, заниматься там с ребенком. Вот я вам отдала, вы его там научите. Да. Я помню эти разборки с родителями у моих эти вот, типа, ваша это задача. Да, на самом деле это так. На учителя очень большая ответственность просто накидывается, да. И нужно понимать, что ребенок, он растет в экосистеме, да. Есть экосистема Бронфенбреннера, да. Это такие академические термин, но это самая практическая теория, которую я знаю, наверное, в образовании, то, что ребенок, он
живет он в экосистеме. Это его семья, это его друзья, школа, как государственные как бы изменения влияют на него. То есть нужно понимать, что школа — это только одна часть его жизни, и чтобы у него были все условия для развития, и семья должна участвовать, и какие-то государственные изменения, они тоже должны быть как бы представлены с умом, чтобы это не повредило этому ребенку, да, в будущем. Потому что все эти изменения, которые там, реформы, они все равно, ну, как бы, в конце концов, они влияют на ребенка. И, например, если ребенок, не знаю, с 1 класса прожил все эти миллионы реформ, пока он закончит, да, тоже непонятно, ну, как бы, почему ребенок должен страдать из-за этого. Ну, как подопытный кролик. Что ты думаешь про ЕНТ? Да, наша любимая ЕНТ. Кстати, мы то поколение, которое не сдавало ЕНТ. Это был последний год. Последний год, когда были экзамены. На следующий год ввели ЕНТ. Мы последний выпуск. На тот момент, конечно, мы же щеглы. Я как бы внутри так как бы обижалась, что вот с нас не начали. Знаешь, это же так легко, тестирование. Потому что экзамены — это вообще нелегко по каждому предмету. Но чем старше я становилась, я думала, слава тебе, Господи, это же ужас. Да, это методом тыка, да. Но вообще вот в Казахстане тоже проводилось исследование ПИСА в 18-м, по-моему, с 9-го года это проводится, где проверяют функциональную грамотность учеников. То есть не то, как ты хорошо знаешь формулу, а как ты ее умеешь как бы использовать в каждодневной жизни. Как ты прочитаешь какой-то текст, и можешь ли ты сделать какой-то вывод. А не пересказать. Анализ. Да, а не просто пересказать или там найти правильный вариант. Да. Поэтому, мне кажется, это тоже вот должно меняться под такие форматы, как ПИСА, когда оценивают реально навыки использования, функциональную грамотность детей, а не просто вот как бы варианты ответов, где можно найти. Сейчас, конечно, потихоньку формат меняется, да, но, опять же, из-за того, что ЕНТ дальше влияет на сможет ли ребенок поступить в университет, на грант, это все, конечно, считается как high stakes, да, то есть для ребенка, для многих детей, может быть, это кажется, что концом мира, конечно, да, что если не сдашь. Да, дети очень эмоционально на это реагируют. Да, поэтому мне кажется, детям тоже, опять же, важно семьи в воспитании, образовании, да, то, что говорить, что важно в образовании для ребенка, не просто 5, которые он приводит домой, да, для мамы. Да. Есть до сих пор, да, некоторые родители, которые спрашивают про оценки, а то, что про понимание. Действительно ли понимает, может ли ребенок поделиться с родителем, что у него какие-то сложности, как это все нагнать и так далее, да. Поэтому, да, у меня племянницы, например, да, я у них тоже спрашиваю, что вы поняли сегодня, да, на уроке, что было сложно, да. Они до сих пор пока что мне говорят вот машинально, да, пока что мы прошли вот это. Я говорю, давайте вы мне не будете просто это пересказывать, а расскажите мне, что вы поняли. Мне кажется, вот развитие критического мышления в этом плане, анализа, это очень важно сейчас, потому что в интернете можно все найти, ChatGPT для вас все напишет, если там, опять же, умеете им пользоваться, да, а анализировать пока должен человек. Да. Кто-то, по-моему, на этом диванчике озвучивал как-то, что пора бы уже в школе ввести предмет такой, как critical thinking, потому что это чревато большими, серьезными последствиями во взрослой жизни, когда у тебя не развит вот этот навык. Да, потому что огромное количество информации. Да, более того, мне кажется, он должен быть частью каждого предмета, да, что там задачи по математике, они не просто там решить, дать правильный ответ, а понять там алгоритм решения, как ты к этому пришел и так далее. Вот поэтому
так и digital literacy, да, вот цифровые навыки, они тоже должны быть частью каждого предмета, что ребенок там сумеет пользоваться техникой на каждом уроке, где ему нужно. При этом, я так сейчас сижу, вспоминаю, что у нас было, что у нас есть, да, а при этом я просто не разбираюсь, какие-то олимпиады где-то какие-то дети выигрывают. Да? Есть такое. Ну, я просто по заголовкам помню. Да. Там STEM, олимпиады, не знаю, там что-то еще. Ты что-то видела, читала, как тебе такое? Это правда? Это на самом деле какие-то престижные олимпиады, где участвуют наши дети. Да, у нас есть очень классная команда по робототехнике, да, я даже знаю руководителя. Очень классная работа ими делается. Аслабек, привет. Да, но, опять же, у меня всегда такой фокус на равенство. Кому доступно это? Да. Если посмотреть, то это городские ребятки, да? Да, это из каких-то частных, хороших, частных хороших школ, либо же это НИШ, КТЛ и так далее, да, школы, где, в принципе, эти дети дальше могут найти свой путь. У меня вопрос, как это можно привести вот для детей, у которых совсем, может быть, никогда не слышали про что такое STEM. Да? Например, я когда приехала с Шымкента сюда, некоторые у меня, оказывается, как бы одногруппники, или здесь вот, когда я была в международной организации ISIC, кто-то проучился по обмену в Америке. Я такая, а что, так можно было? Да, это, опять же, доступность информации, да, для детей, которые учатся в простых школах. Насколько, может быть, и есть какие-то бесплатные курсы, но кто им про это расскажет, как довести эту информацию до них, да, а не просто, чтобы как бы давать эти возможности только уже привилегированным группам детей. Или, допустим, я работала в American Space, да, вот это бесплатное, очень классное пространство. American Corner. Вот в Америке он называется в Алматы он называется в American Space. American Space. Да, и к нам приходили как бы дети как бы из вот классных школ. Они знали, как пользоваться нашими бесплатными ресурсами, и это очень классно для их развития. И чтобы как бы привлечь детей, которым действительно это нужно, мы прям ходили в школы и рекламировали, там, рассказывали, что есть такие бесплатные возможности и так далее, распространяли информацию. Поэтому, мне кажется, все, кто делают разные инициативы, они должны задумываться, да, как бы сделать так, чтобы там, не знаю, ребенок из аула узнал про эту программу, да. Поэтому, не знаю, может быть, нужно работать с директорами школ, может быть, не знаю, нужно какие-то выходы находить, но нам обязательно нужно, чтобы это все было доступно в равном количестве для всех. Иначе, как бы, это социальное неравенство, оно тоже будет дальше расти. И это, да. Нет, последствия социального неравенства мы знаем, да, чем это может все закончиться. При том, что, оказывается, я просто не знала, что у нас 3 миллиона учеников, из них ровно половина. Это огромное количество детей, которые учатся в сельских школах, в которых абсолютно нет никаких условий. Я в 2018 году вместе с моей ажекой ездили в ее аул. Это Кустанай, город Кустанай, и аул там в 80 километрах от города. Маленький аул. Там всего осталось 80 дворов, как они говорят. Вот, и там есть школа. Та школа, где она еще училась, здание до сих пор есть. Это маленькое здание, оно уже такое внутри разрушено, но здание, сами стены стоят. Рядом вот эта вот небольшая школа сельская. Я тогда впервые как бы поняла и увидела, да, своими глазами, что такое сельская школа, что там, оказывается, всего лишь 18 учеников, причем разного возраста. Что 2-3 учителя всего лишь. Да. То есть директор школы, он же и физкультура, он же и математика. Что может он сделать, он это делает. Я, честно, была в шоке. Как бы, вот я такая вся городская, живу только в Алмате, там ничего не знаю, ничего не вижу. Вот так вот выехала, увидела и офигела, честно скажу. Понятно, что и были такие школы, да, в смысле, логично я могла бы догадаться, но я, оказывается, была настолько в шоке и не ожидала, что настолько, оказывается, это гэп просто необыкновенно огромный.
Да, у нас, кстати, в Казахстане очень много таких малокомплектных школ, Да. где очень мало учеников, там несколько классов могут сидеть вместе, да. Поэтому, да, я правда очень благодарна, что вы рассказываете про эту проблему, потому что, опять же, когда вот пандемия наступила, и мы начали вот стучаться в разные двери, и нам говорили, ну как, что у людей нету техники интернета, да, потому что, конечно, в золотом квадрате у нас все есть, да, здесь все доступно. Может быть, для людей ничего не поменялось там в жизни, можно сидеть дома в своей квартире, дальше продолжать работать, общаться с родственниками. Конечно, повлияло на качество жизни, но не так, как это повлияло на людей из регионов. Да. Поэтому, да, очень важно выходить, наверное, из своего такого бабла и реалистично смотреть на картину, картины образования и в целом вообще жизни людей в Казахстане. Ну, мне кажется, вот наш подкаст, он в том числе про то, чтобы дать, во-первых, площадку таким, как Гульнас, и нашим предыдущим всем спикерам, и своими же ушами послушать, да, какие есть проблемы, есть ли решение этим проблемам. И я просто знаю, во-первых, я женщина, а во-вторых, у меня родственники тоже из Кентау. Я знаю этот регион, у меня есть сестренки двоюродные и так далее, и я знаю, насколько им сложно было сопротивляться, и они не смогли этому сопротивляться, этому давлению, типа, да какая нафиг учеба? Иди замуж. Тебе 29 лет, ты с Шымкента. Как? Все родственники там, в Шымкенте. Да, все родственники там, но мне кажется, не знаю, в хорошем смысле они, наверное, меня боятся какие-то такие вещи спрашивать, но, если честно, наверное, это поддержка родителей больше всего мне помогла, потому что я помню, когда я выбирала университеты, мой брат хотел, чтобы, как, ты же девочка, ты уедешь в большой город, да, но мы с папой поехали сдавать документы. Папа сказал, она сама знает. Поэтому доверие до мамы и папы, оно очень огромное, и это с кем я больше всего, наверное, советуюсь, да, и они дадут отбор кому угодно, если что. Твои родители кто по образованию? Моя мама, она экономист. Папа проработал в нефтяном заводе 40 лет и вышел оттуда на пенсию. Поэтому всегда поддерживали мое образование, да, то, что я хотела делать, мой выбор. И когда первый раз я поехала в Америку на стажировку в 2018 году, и я тогда позвонила папе, говорю, вот такая есть возможность, что думаешь? Он такой сказал, окей. Я такая, а что, все, даже не будет никаких споров. Я полетела, не знаю, с Шымкента. В то время был прямой рейс в Москву, потом оттуда в Нью-Йорк. И для меня Сиэтл это была какая-то точка в карте мира просто. И для них это было очень далеко, да, но они доверяют мне и моему выбору и разрешили, да, поехать в Америку, дальше уже обучение. То есть я просто с ними, наверное, честна, и это доверие между нами есть. Но, опять же, это большая привилегия, то, что родители не давили, что нужно заниматься какими-то домашними делами после учебы. Да, у меня была конкретная цель, как я говорила, что нужно учиться. И поэтому выбор всегда уже после и во время, наверное, школы, и после школы тем более. Я с 16 лет живу, самостоятельно. Он всегда за мной стоит. Я просто советуюсь, либо говорю своим родителям. Поэтому, не знаю, я очень благодарна. Скорее всего, да, это привилегия. Да. Да, это тебя поддержали родители. Я просто не знаю, что девушкам посоветовать, которые хотели бы учиться, но при этом сталкиваться с таким сопротивлением в семье. Я не знаю, честно, как с этим быть? Это, понимаешь, это очень сложно, это бороться с этой системой огромной, да, с давлением семьи. И неважно, какой это регион, да, там Шымкент или это Кустанай, да, везде найдутся такие родственники, которые не будут давать девочке возможность для развития или, наоборот, будут сильно поддерживать. Ой, не знаю. Может быть, опять-таки тоже вещать, своим примером показывать, что даже если
Родители не сильно поддерживают, ну, at the end of the day, как говорится, останетесь только вы сами. Да. Это все возможно. Я правильно поняла, у тебя scholarship, да, в Гарварде? Я, можно сказать, по крупинкам собирала свою оплату на обучение. Я скидывала тебе донейшн. Спасибо всем мне, кто поддержал. Это было в Инстаграме. Да, это было в Инстаграме. То есть вообще вот в марте 2022 года мне пришло вот приглашение из нескольких университетов, и как раз-таки Гарвард дал самую большую сумму, наверное, на мое обучение. Но потом я как бы опять стучалась к ним миллион раз, там писала имейл, что для меня это как бы не маленькая сумма, да, и Гарвард дал потом мне еще дополнительный грант, который покрыл больше половины моей учебы, но в то время я уже как бы не сидела сложа руки и запустила краудфандинг в своих социальных сетях, чтобы вы понимали, то есть учеба стоит где-то 54 тысячи долларов, и помимо этого Бостон — это очень дорогой город. Да. Из-за того, что там одни студенты, жилье, да, все это очень дорого стоит. Но, конечно, это всего стоит, но, опять же, я говорю, что access doesn't mean equality, да, то, что даже если тебе дают доступ к таким университетам, если у тебя нету как бы большой финансовой поддержки, ты себя там суперкомфортно не сможешь чувствовать и как бы сфокусироваться на учебе. На учебе, да. Поэтому это такой тоже табу-топик, про который не говорят, да, там приходят, конечно, там в бизнес-школу супербогатые люди, да, или там для которых там заплатить это не, ну, как бы не проблема, да. Но есть люди, которые там своим кровью и потом как бы поступают, зарабатывают на это, да, разные сколоршипы и так далее. Поэтому Гарвард дал мне где-то 60% на учебу после того, как я им написала 3 имейла и позвонила 1 раз. То есть, да, первый просто no я не принимала. И это оказалось вообще правилом в Гарварде, да, когда тебе говорят нет, это не означает нет. Они хотят проверить твою настойчивость. Да, то есть некоторые курсы, да, там тоже они говорят, нет, это только для учеников, допустим, школы Кеннеди. Я такая, ну я очень хочу, у меня всего лишь год здесь, и у меня есть такой бэкграунд, и я буду использовать ваш курс в таких-то целях, да, там ты им объясняешь, там целый эссе, имейл пишешь, просто чтобы попасть на один курс, и потом они такие, ну мы посмотрим, там вы можете быть в waiting list, да, и потом ты уже идешь на первый день этого курса и сидишь на полу, и потом они тебя записывают, значит, да, очень нужно, да, потом они только там могут запустить на курс. Поэтому я научилась, наверное, вот этой настойчивости тоже. Ну, как бы в Казахстане я, наверное, научилась, но я там уже как бы это применяла, да. Потом я краудфандинг как запустила, уже начала активно тоже подавать на другие сколоршипы и получила поддержку из нескольких других фондов. Таким образом смогла полностью закрыть сумму на обучение. Плюс вот на краудфандинг мне очень сильно помогло там на жилье, на перелеты, там фи на проверку наших дипломов. Там миллион, куча разных фи, которые накапливаются в большую сумму, да, и плюс свои какие-то накопления были, поэтому я смогла спокойно обучиться в Гарварде, да, и закончила вот в мае 23 года. Умница. Спасибо. Молодец. Я к тому, что, все возможно, если очень захотеть, вообще, если хорошо учиться, если ставить себе цели и быть настойчивой, да, то все двери тебе открываются рано или поздно. Да. И все возможно. А главное, ты можешь вот такую пользу обществу потом приносить, да? Я вообще даже... Гульнас только 29, да, у нее еще впереди кучу времени активной, да, жизни, плюс еще такой шикарный бэкграунд и знания. Ой, Гульнас, мне кажется, ты прям вообще должна будешь очень большой вклад внести, потому что у тебя все для этого есть. Вот. И в том числе мы свой вклад вносим тем, что вот да, я надеюсь, что вы вдохновитесь историей Гульнас, вы глубже изучите ее проекты, возможно, поучаствуете.
потому что они действительно важны, и они, как всегда, касаются нас всех. Да, Вот. как обычно. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за Мы получили платформу. огромное удовольствие. Я очень кайфанула, как обычно. Спасибо тебе большое, Гульнас, что пришла. Да, мы желаем Ты уже тебе удачи. в эти выходные она улетает Да. в Америку обратно. Там у тебя будет работа. Ты сейчас будешь 3 года работать в Америке. Да, после обучения дают разрешение на работу на 3 года. Вот я сейчас работаю в той же сфере цифрового равенства, веду параллельно Connected. Здесь, в Казахстане, Connected. Здесь, в Казахстане, да, команда, конечно, каждодневные дела закрывает очень активно. У нас очень классная команда. Вот. Также работаю с профессорами в своей же школе, чтобы продолжать вот это общение с профессорами в школе образования, делать с ними какие-то исследования. Поэтому пока что я вот как бы беру все, что я могу от этого комьюнити, да, чтобы тоже делиться опытом здесь. Потом приедешь и будешь разбрасывать эти камни. Да, надеюсь, да. Молодец. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.